Этот янтарный гарнитур Галине Сергеевой особенно дорог. Он словно приоткрывает завесу в давно ушедшее прошлое, напоминая владелице об искренней и крепкой дружбе. Украшение Галине Максимовне подарила подруга детства. Они расстались сразу после школы, но связь не оборвалась. Я с одной девочкой, Бурагайте, переписывалась до недавнего времени. Они потом в Литву уехали. И мы все время переписывались. Даже подарки. Я ей книгу такую отправила про Якутию. А она мне потом ожерелье и браслет. Детство Галины Максимовны прошло в поселке Нюя Ленского района. В семье было 8 детей. Когда началась война, нашей собеседнице исполнилось всего 7 лет. И почти сразу пошли похоронки. Я помню, как в одной семье сразу пришли похоронки на троих. На мужа, на сына и на зятя. И как вот это женщины бежали по дороге, плакали с распущенными волосами. Это я хорошо помню. Ну и сразу начался голод. Жизненные перемены глубоко ощутили не только взрослые. Горе и безысходность были понятны самым маленьким. Непреложной данностью для ребятишек становился постоянный труд и необходимость помогать родителям. В соседнем селе Жерба, это соседнее, но довольно далеко, километров 40 от него. Мама туда поехала картошку зарабатывать. А младшему ребенку было 9 месяцев. И вот этого ребенка взяли с собой, а меня как няньку. И вот мама, помню, под дождем копала картошку, а я вот с сестренкой Виталинкой водилась. После школы Галина Максимовна поступила в учительский институт, в те годы бывший единственным в Якутии. Позднее, уже будучи учительницей, окончила Якутский государственный университет. Конечно, свою профессию я любила. Я очень любила, детей любила. Галине Максимовне было всего 20, когда она встретила будущего супруга. В то время наша собеседница уже учила детей истории и географии в школе села Дельгей, а Николай Иванович там же преподавал премудрости математики и физики. Позднее он стал директором школы. Супруги вырастили 2 детей. Династию родителей продолжила дочь. Лидия Николаевна много лет отдала Алданской вечерней школе. Сначала вела математику, затем стала завучем. К слову, над выбором профессии Лидия Николаевна никогда не задумывалась. Она знала, какой сфере посвятит жизнь. По стопам родителей, ну, вы знаете, если честно, я всегда сидела на уроках и думала, вот так я не буду делать. Или наоборот, я тоже буду вот так. Наверное, с 1 класса. В 2017-м Галина Максимовна переехала из Алекмы в Алдан. Учительница активно общается с друзьями и бывшими учениками. Да и на новом месте почти сразу обзавелась знакомыми. В общем, на заслуженном отдыхе Галина Максимовна не скучает. Читает. Правда, уже не совсем то, что раньше. Кроссворд разгадывает. Она общается со своими подругами по WhatsApp. И даже заглядывает в интернет, если что-то не может отгадать в кроссвордах. Такая тихая, такая добрая, вот веет от нее вот этой вот любовью к людям. Это вот самое главное, я считаю. То есть, несмотря на то, что они прошли действительно очень трудное детство, и можно сказать, что и юность тоже была не такая и легкая, но они все равно оставили в себе вот это уважение к людям, доброту, вот эту они оставили у себя. Каков на вкус корень учения, сладкий или горький? Споры по этому вопросу не утихают. Ученики Галины Максимовны знают, этот корень сладкий. Свою учительницу они вспоминают с безграничной благодарностью, теплотой и любовью. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.